За 3 дня до того, как все изменилось навсегда, в здание на проспекте Чуй поздним вечером пришел человек, которого никто не видел. Охранник у входа опустил глаза. Секретарша, обычно записывавшая каждого посетителя в журнал, внезапно вспомнила неотложное дело в архиве. Существовал негласный список из 7 имен, 7 человек в республике, имевших право на эти невидимые визиты, когда протокол отключался как выключатель. О чем они говорили за закрытыми дверями кабинета Абсамата Касымова, первого секретаря Компартии Киргизской ССР, не знал никто. Но водитель, ожидавший внизу у служебного входа, позже вспоминал странную деталь. Когда посетитель вышел через 1,5 часа, он не просто молчал, он выглядел так, словно увидел собственное будущее, и это будущее его ужаснуло. А Касымов, по словам помощника, зашедшего в кабинет сразу после встречи, стоял у окна и смотрел на ночной Фрунзе так, будто видел город впервые. Или в последний раз. На столе лежала папка с красной диагональной полосой, гриф «Совершенно секретно». Эту папку Касымов сжигал собственноручно через 2 дня, когда стало ясно, время кончилось, выбор сделан, отступать некуда. Что было в той папке? Кем был ночной гость? И главное, почему человек, 24 года управлявший республикой железной рукой, вдруг впустил в свою жизнь того, кто принес ему приговор? Чтобы понять это, нужно вернуться назад. К тому моменту, когда простой парень из кишлака Бостери стал хозяином Кыргызстана. И к тому, что он делал с этой властью, пока другие на его месте набивали карманы золотом. 1953 год. Хрущевская оттепель едва началась, а в Москве уже приглядывались к молодым кадрам из республик, не к тем, кто носил национальные костюмы на партийных съездах для антуража, а к тем, кто говорил на языке центра и понимал, что власть в Союзе держится не на штыках, а на умении договариваться. Касымов был именно таким. Окончил Ташкентский институт, работал на заводе инженером, писал правильные статьи в правильные газеты. Никаких скандалов. Никаких компромата. Образцовая биография, по которой можно было бы учить комсомольцев, как строить карьеру в советской системе. Но Москва не просто искала исполнителей. Она искала тех, кто умеет контролировать деньги, не оставляя следов. Киргизская ССР к началу 60-х превращалась в важный транзитный узел, через Ош шли караваны с афганским сырьем, через Иссык-Куль проходили закрытые маршруты для высшей номенклатуры, в горах строились секретные объекты, о которых даже местное партийное руководство знало лишь по кодовым названиям. Нужен был человек, который понимал, в этой игре выживают не самые умные, а самые осторожные. Касымов понимал это с первого дня, когда его вызвали в Старую площадь и объяснили новые правила. Он кивнул. Он согласился. Он стал частью системы, которая требовала от него одного — полного контроля над республикой и абсолютной лояльности центру. Все остальное — детали. Через 3 года его назначили 2-м секретарем. И еще через 5 — 1-м. Касымов пришел к власти в 1961-м, когда Киргизия была тихой аграрной окраиной Союза, где главным событием года считался сбор хлопка, а главной проблемой — нехватка тракторов. Он ушел из власти в 1985-м, оставив после себя республику с развитой промышленностью, сетью дорог в горах, университетами, заводами и гидроэлектростанциями. За эти 24 года через его руки прошли миллиарды рублей союзного бюджета. Подрядчики выстраивались в очередь к его приемной. Директоры заводов знали, один звонок Касымова в Москву решал вопросы, которые другие секретари не могли решить годами. Он был человеком, который превратил Киргизию из отсталой окраины в стратегически важный регион. И за эти 24 года он не взял ни копейки. Звучит как пропаганда. Как советская сказка о честном чиновнике, которых на самом деле не бывает. Тогда объясните, почему после его отставки в 1985 году, когда в Москве начали проверять всех бывших руководителей республик на предмет коррупции, комиссия КГБ нашла у Касымова ровно одну вещь — сберегательную книжку Газбанка СССР на сумму 217 рублей. 217 рублей — это меньше, чем средняя зарплата инженера Фрунзе. Это цена пальто в универмаге. Это стоимость 2 железнодорожных билетов до Москвы. Человек, 24 года управлявший бюджетом республики,
имел на счету сумму, которой едва хватило бы на похороны. Никаких дач. Никаких заграничных счетов. Никакого золота, спрятанного в швейцарских банках. Даже личный автомобиль был служебным. Когда его сняли с должности, он вернулся в ту же трехкомнатную квартиру в панельной хрущевке на окраине Фрунзе, где жил с семьей с 60-х. Соседи помнили, как он поднимался по лестнице с 2 сумками продуктов из универмага. Обычный пенсионер. Как такое возможно? Как в системе, где воровали все, от председателя сельсовета до министров союзного правительства, мог существовать человек, который 24 года держал в руках огромные деньги и не взял ничего? И если он действительно был честным, то кому это мешало? Кто выиграл от его отставки? И главное, что знал тот ночной визитер, пришедший к нему за 3 дня до конца? Честность в советской системе была не добродетелью, а диагнозом. Это понимали все, кто поднимался выше уровня заведующего складом. Существовал негласный кодекс: ты можешь быть порядочным человеком, можешь не воровать сам, но обязан закрывать глаза на тех, кто ворует рядом. Потому что система держалась не на честности, а на круговой поруке. Тот, кто отказывался играть по этим правилам, становился чужим. Опасным. Непредсказуемым. Касымов был именно таким. Он не воровал, но это было меньшей из его странностей. Он еще и не давал воровать другим. В республике, где традиционно каждый крупный проект означал откаты для десятка чиновников, Касымов ввел простое правило: любая стройка контролируется лично, им сметы проходили через его кабинет. Подрядчики отчитывались каждый месяц. Тендеры проводились с комиссиями, где треть состава назначал он сам, причем назначал людей неподкупных, таких же странных, как он. Система ненавидела его за это. Но система нуждалась в нем, потому что Москва любила республики, которые не создавали скандалов. А Киргизия при Касымове была образцом стабильности. Но был один человек, который видел в этой честности не добродетель, а возможность. Его звали Тимир Жумакадыров. Формально он занимал скромную должность — заместитель министра промышленности республики. На бумаге его задачей было координировать работу предприятий, следить за выполнением плановых показателей, докладывать в Москву о достижениях пятилеток. На деле Жумакадыров был человеком, который понял простую истину: в мире, где все воруют, честный руководитель — это не препятствие, а инструмент. Потому что честного нельзя купить, но честного можно использовать. Достаточно создать правильную легенду, правильный образ, правильную биографию. Жумакадыров работал в тени Касымова 17 лет. 17 лет он был тем, кто приходил в кабинет первого секретаря с папками, где цифры всегда сходились, отчеты всегда были безупречными, а проблемы решались до того, как о них узнавала Москва. Касымов доверял ему, потому что Жумакадыров никогда не просил для себя ничего лишнего. Не лоббировал родственников на теплое место. Не требовал служебных квартир и дач. Он просто делал свою работу идеально. Настолько идеально, что Касымов считал его продолжением собственной воли. Своим человеком. И единственным, на кого можно положиться в республике, где даже секретари обкомов думали только о том, как урвать кусок пожирнее. Никто не знал, что параллельно Жумакадыров выстраивал другую систему. Систему, в которой он был не заместителем министра, а теневым распорядителем всех крупных денежных потоков республики. Механизм был прост и гениален одновременно. Касымов жестко контролировал официальные сметы и тендеры. Но существовали серые зоны, неучтенные средства, возникавшие из-за недоплат рабочим на стройках, из-за экономии на материалах, из-за приписок в отчетности колхозов и заводов. Эти деньги нигде не фигурировали, но они существовали. Миллионы рублей в год просто растворялись в бухгалтерии, потому что система учета в Союзе была настолько неповоротливой, что отследить каждый рубль было физически невозможно. Жумакадыров создал сеть из подконтрольных ему бухгалтеров, завхозов, директоров мелких заводов. Люди, которые официально работали на Касымова, но на деле отчитывались Жумакадырову. И каждый месяц десятки тысяч рублей, которые должны были вернуться в бюджет, оседали в карманах этих людей.
а Жумакадыров получал свою долю. Не напрямую, он был слишком умен для этого. Через подставных лиц. Через родственников жены. Через фирмы, зарегистрированные в соседних республиках. К началу 80-х Жумакадыров был богаче любого министра в Киргизии. У него были счета в банках Ташкента и Алма-Аты. У него была дача на берегу Иссык-Акуля, официально записанная на имя двоюродного брата. У него были связи в Москве, не в партийных кабинетах, а в тех структурах, которые реально управляли финансовыми потоками Союза. Он был человеком, к которому обращались, когда нужно было решить вопрос, не проходящий через официальные каналы. И все это время Касымов ничего не знал. Потому что Жумакадыров делал то, что никто до него не делал, он не просто воровал, он воровал так, что следы вели к другим людям. Каждая сомнительная операция проходила через цепочку посредников, где последним звеном всегда был кто-то, кого можно было подставить. Директор завода, превысивший полномочия. Председатель колхоза, приписавший урожай. Бухгалтер, допустивший ошибку в отчетности. А Жумакадыров оставался в тени. Чистым. Незаметным. Необходимым. Но к середине 80-х ситуация изменилась. В Москве к власти пришел Горбачев, а с ним новая политика. Гласность. Перестройка. Антикоррупционные кампании. И вдруг выяснилось, что республики, которые годами казались образцами стабильности, на деле были рассадниками коррупции. В Узбекистане начали сажать целые обкомы партии. В Казахстане сняли первого секретаря. В Азербайджане провели чистки, после которых половина министров оказалась под следствием. И все взгляды обратились на Киргизию. На Касымова. На республику, где, по официальным данным, все было идеально. Кто-то в Москве задал простой вопрос: как так получается, что в Киргизии, в республике с самыми большими тратами на строительство за последние 10 лет, нет ни одного коррупционного скандала? Либо там святые, либо там воруют так умело, что не оставляют следов. И в республику прислали ревизоров. Не обычных инспекторов госконтроля, а людей из структур, которые обычно занимались шпионажем и государственными преступлениями. Людей, которые умели находить то, что другие прятали годами. Вот тогда Жумакадыров и понял, время вышло. Если ревизоры найдут его схемы, следствие приведет их в самые неожиданные места. Может быть, даже в Москву. К людям, которые не простят того, что он подставил их под удар. Нужен был виновный. Срочно. И Жумакадыров сделал то, что готовил 17 лет, он подставил Касымова. Механизм предательства запустился за 3 месяца до того ночного визита. Жумакадыров начал с малого. Он отозвал нескольких ключевых бухгалтеров со своих постов, формально отправив их на повышение в Москву. Заменил их людьми, которые не знали о серых схемах. Затем он начал аккуратно перенаправлять документы. Платежные поручения, которые раньше шли через цепочку подставных фирм, теперь внезапно содержали подписи самого Касымова. Подписи, которые Жумакадыров мог воспроизвести идеально. За 17 лет совместной работы он видел тысячи документов, заверенных рукой первого секретаря. Фальсификация была настолько тонкой, что даже эксперты-графологи не смогли бы доказать подлог. Но для следствия это было не нужно. Достаточно было создать цепочку. Деньги, выделенные из бюджета деньги, прошли через счета подставных фирм. Фирмы контролировались людьми, близкими к Касымову. Следовательно, Касымов знал и одобрял эти схемы. Классическая логика советского следствия, где презумпция невиновности работала ровно до тех пор, пока ты не попал под подозрение. А дальше все переворачивалось. Не следствие должно было доказать твою вину, а ты должен был доказать свою невиновность. И как доказать, что ты не подписывал документы, которые содержат твою подпись? Как доказать, что ты не знал о схемах, которые работали прямо под твоим носом 17 лет? Жумакадыров действовал с хирургической точностью. Он не просто подставлял Касымова, он создавал альтернативную реальность, в которой первый секретарь Киргизской ССР был не честным чудаком, а умнейшим вором, притворявшимся скромником.
217 рублей на сберкнижке. Отличная легенда для человека, который держит миллионы в зарубежных банках. Хрущевка на окраине Фрунзе. Идеальное прикрытие для того, кто владеет дачами и особняками через подставных лиц. Жумакадыров даже нашел свидетелей, бывших чиновников, которым пообещал иммунитет от преследования, если они подтвердят версию следствия. И эти люди подтвердили. Под протокол. С деталями. С датами. С цифрами. К тому моменту, когда ревизоры из Москвы приехали в Фрунзе, дело было уже почти готово. Оставалось только одно — нужно было, чтобы сам Касымов не начал защищаться слишком активно. Потому что если бы он начал собственное расследование, если бы потребовал проверки всех документов, если бы нашел независимых экспертов для анализа подписей, вся конструкция могла рассыпаться. Жумакадыров знал одну вещь о Касымове, которую не знал никто другой. Первый секретарь был не просто честным. Он был уставшим. 24 года борьбы с системой, 24 года постоянного контроля, постоянного напряжения, постоянного одиночества среди людей, которые считали его странным, ненормальным, опасным. Касымов держался, потому что верил, его работа имеет смысл. Киргизия меняется. Республика становится лучше. Но к середине 80-х стало ясно, все, что он строил, начинает разваливаться. Новая политика Москвы разрушала старые связи, старые правила, старые гарантии. Касымов видел, как его коллеги в других республиках падают один за другим. И он понимал, его черед придет. Рано или поздно. Это только вопрос времени. Именно поэтому Жумакадыров пришел к нему в тот поздний вечер. Он пришел не с обвинениями. Он пришел с предложением. Уйти самому. Тихо. Без скандала. Написать заявление об отставке по состоянию здоровья. Получить хорошую пенсию. Сохранить репутацию. И взамен никаких проверок, никаких следствий, никаких публичных обвинений. Жумакадыров объяснял это как заботу. Как желание уберечь старого товарища от травли, которая неизбежно начнется, если приедут московские ревизоры. Касымов слушал. Смотрел в глаза человеку, которому доверял 17 лет. И видел там то, что увидел бы любой, кто прожил в советской системе достаточно долго, холодный расчет хищника, который уже принял решение. Жумакадыров не просил. Он ставил условия. Либо Касымов уходит сам, либо его уберут. С грязью. С обвинениями. С публичным позором. И тогда пострадают не только он, но и его семья. Его друзья. Все, кто был рядом эти 24 года. И Касымов согласился. Не потому, что поверил в угрозы. Он понимал, дело сфабриковано, следствие ничего не найдет, потому что он действительно чист. Но он также понимал другое. В системе, где правду определяют не факты, а политическая целесообразность, его честность не будет доказательством невиновности. Она будет доказательством того, что он слишком умен, чтобы оставлять следы. И бороться с этим значит обречь на гибель всех, кто был рядом. Потому что следствие, не найдя виновных, начнет искать соучастников. И найдет их среди тех, кто действительно ни в чем не виноват, но окажется в неподходящем месте с неподходящей биографией. Через 2 дня Касымов написал заявление об отставке. Ушел в свою хрущевку на окраине Фрунзе. Перестал появляться на публике. Стал тем самым обычным пенсионером, которого соседи видели поднимающимся по лестнице с сумками из универмага. А Жумакадыров остался на своем посту. Более того, через полгода его назначили первым заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. Человек, который 17 лет воровал миллионы, получил повышение. Человек, который предал своего руководителя, стал одним из самых влиятельных чиновников республики. И никто ничего не доказал. Никто ничего не нашел. Потому что все следы вели к человеку, которого уже не было во власти. Но была одна вещь, которую Жумакадыров не учел. Касымов не боролся не потому, что был слаб.
Он не боролся, потому что знал, правда всегда выходит наружу. Рано или поздно. Может быть, через год. Может быть, через 10 лет. Но она выйдет. И тогда придется отвечать не перед следователями и не перед партийными комиссиями, а перед историей. И перед теми, кто будет жить после нас, кто будет читать архивы и задавать простой вопрос: Цой Бона. Кому это было выгодно? Кто получил власть после падения Касымова? Кто заработал миллионы на схемах, которые приписывали ему? Кто остался безнаказанным, когда другие платили за чужие преступления? Я помню, как он вернулся домой в то утро после встречи, говорит Гульнара Касымова, жена Абсамата, и ее руки все еще сжимаются, когда она произносит эти слова спустя 38 лет. Мы сидим в той самой трехкомнатной хрущевке на окраине Бишкека, где когда-то жил человек, управлявший республикой. Обои выцвели. Мебель из 60-х. На стене фотография. Молодой Касымов получает награду из рук Брежнева, оба улыбаются в камеру, оба не знают, что через 20 лет один из них умрет в забвении, а другой войдет в историю как символ застоя. Гульнара наливает чай в советские граненые стаканы. Ее голос дрожит, когда она продолжает. Обычно он возвращался поздно, часам к 11 вечера, уставший, но собранный. А в то утро он вошел в квартиру в 5 утра. Я проснулась от звука ключа в замке. Он не разделся. Сел на кровать прямо в пальто. И просто смотрел в окно. Я спросила, что случилось. Он молчал минут 5. Потом сказал одну фразу: «Все кончено». Я не поняла тогда. Я думала, он говорит о работе, о каких-то проблемах в Москве, о реформах Горбачева. Только через неделю я поняла, он говорил о нас. О нашей семье. О нашей жизни. Что она имеет в виду? Гульнара достает старую школьную тетрадь, обычную, в клетку, с выцветшими страницами. Это его дневник, объясняет она. Он не вел дневники, считал это опасным. Но в те последние месяцы начал записывать. Не для себя. Для истории, как он говорил. Она открывает тетрадь на странице с датой 23 марта 1985 года. Почерк неровный, строчки кривые. Видно, что человек писал в состоянии, близком к отчаянию. Там всего 3 абзаца. Первый. Жумакадыров сказал, что у меня есть выбор. Либо я ухожу сам, либо они уберут меня и всех, кто рядом. Второй. Я знаю, что он не блефует. Они уже подготовили документы. Они уже нашли свидетелей. Они уже решили, что я виновен. Третий абзац, самый страшный. Я мог бы бороться. Но тогда под следствие попадут Марат, Айдар, Бектур, все, с кем я работал 20 лет. Все, кто действительно пытался делать что-то правильное. Система не прощает правды. Она прощает только молчание. Марат, Айдар, Бектур — это были его заместители, люди, которых он лично отобрал на ключевые позиции в республике. Честные чиновники в системе, где честность была аномалией. После отставки Касымова все 3 были уволены в течение месяца. Марат умер от инфаркта в 49 лет. Айдар спился. Бектур уехал в Россию и никогда больше не возвращался в Киргизию. Он знал, что его уход убьет их, говорит Гульнара, и слезы наконец прорываются. Но он также знал, если он не уйдет, их убьют по-настоящему. Не физически. Хуже. Их сделают соучастниками преступлений, которых они не совершали. И тогда их семьи останутся без средств к существованию, дети не смогут поступить в университеты, жены будут жить с клеймом: муж, вор, предатель, коррупционер. Она закрывает тетрадь и смотрит прямо в камеру. Вы спрашиваете, почему он не боролся? Он боролся. Но его борьба была другой. Он выбрал спасти людей. Даже ценой собственной репутации. Существует документ, о котором мало кто знает.
Хранится он в архиве Службы национальной безопасности Кыргызстана, в папке с грифом, который рассекретили только в 2018 году. Это протокол допроса свидетеля по делу о злоупотреблениях в Киргизской ССР, датированный апрелем 1985 года. Свидетель – бывший главный бухгалтер Министерства промышленности Республики. Под протоколом ее подпись и печать следователя КГБ. В протоколе она утверждает, лично видела, как Касымов подписывал платежные поручения на перечисление средств подставным фирмам. Утверждает, что он давал указания скрывать эти операции от проверяющих. Утверждает, что угрожал увольнением тем, кто отказывался выполнять его приказы. Все логично. Все убедительно. Все ложь. Как мы это узнали? Эта женщина жива. Ей сейчас 83 года, а она живет в Оше со своей дочерью. Согласилась на интервью при условии, что мы не покажем ее лицо. Вот что она рассказала. Меня вызвали в кабинет следователя. Там уже сидел Жумакадыров. Он сказал просто: либо ты подписываешь протокол, либо мы найдем нарушение в твоей работе, и тогда под следствие попадет твой муж и твой сын. Я спросила, какие нарушения, я работала честно. Он улыбнулся и ответил: нарушения найдутся всегда, вопрос только, хотим ли мы их найти. Она замолкает. Потом добавляет тихо: моему сыну тогда было 19. Он только поступил в университет в Москве. Если бы его отца посадили по обвинению в коррупции, сына исключили бы автоматически. Вся жизнь перечеркнута. Я подписала протокол. Касымов не подписывал никаких документов. Подписи были поддельными. Но кто бы мне поверил? Я была никто. А Жумакадыров — заместитель министра. Было ли подобное с другими свидетелями? Мы нашли еще 3. Все живы. Все отказываются говорить перед камерами, но согласны дать письменные показания. История повторяется с пугающей точностью: давление на семью, угроза близким, выбор между ложью и уничтожением тех, кого любишь. Один из свидетелей написал в письменных показаниях фразу, которая объясняет все: Жумакадыров не просто фабриковал дело. Он создавал систему, в которой все были виноваты, но никто не был виновен. Потому что каждый выбирал, спасти семью или говорить правду. И каждый выбирал семью. Это было не предательство. Это было выживание. А что делал Касымов, когда понял, что против него строится дело из лжи? Ответ находится в другом дневниковом фрагменте, датированном маем 1985-го, уже после отставки. Я мог бы нанять адвокатов. Я мог бы потребовать экспертизы подписей. Я мог бы найти независимых свидетелей. Но тогда следствие начнет копать глубже. И они найдут этих людей, бухгалтеров, завхозов, простых работяг, которых заставили лгать. И тогда этих людей посадят за лжесвидетельство. А их семьи останутся без кормильцев. Я не могу этого допустить. Пусть лучше виновным будет я один. Пусть лучше история запомнит меня как вора. Чем жизни невинных людей будут разрушены ради того, чтобы доказать мою правоту. Гульнара, читая эти строки вслух, не может сдержать слез. «Вот что значит быть честным в системе лжи», — говорит она. «Ты жертвуешь не только собой. Ты жертвуешь даже своей памятью. Потому что если ты будешь защищаться, то подставишь тех, кого они используют как оружие против тебя. А если промолчишь, останешься в истории как преступник». Он выбрал второе. Потому что для него жизни людей были важнее собственной репутации. Существует ли хоть одно доказательство невиновности Касымова, кроме слов его жены и бывших свидетелей? Существует. И это доказательство настолько простое, что удивительно, как следствие его проигнорировало. После отставки Касымова в республике провели полную ревизию всех строительных проектов за 24 года его руководства. Проверяли сметы, подрядчиков, качество работ, расходование средств.
Результат: все объекты построены в срок или с опережением графика, все сметы соблюдены или даже занижены, ни один подрядчик не предъявил претензий по невыплатам. Более того, Киргизия при Касымове была единственной республикой в Союзе, где не было ни одного резонансного скандала, связанного с обрушением зданий из-за экономии на материалах. Каждая школа, каждая больница, каждая дорога построены на совесть. Если Касымов действительно воровал миллионы, то где же эти миллионы взялись? Из воздуха. Или все-таки ревизоры должны были задать другой вопрос: а может, этот человек просто делал свою работу честно, а деньги воровал кто-то другой, тот, кто остался на своем посту после отставки первого секретаря? В публичном пространстве существовал Абсамат Касымов, первый секретарь Компартии Киргизской ССР, руководитель республики, человек, принимавший делегации из Москвы, выступавший на съездах, открывавший заводы и школы. Этот Касымов был воплощением советской власти: строгий костюм, орденские планки на груди, уверенный голос, железная хватка. Человек, которому подчинялись министры и которого боялись директора заводов. Но существовал и другой Касымов. Тот, которого видели только дома. Он приходил поздно вечером, садился на кухне и часами молчал, вспоминает его дочь Айнура. Сейчас ей 62 года, она работает преподавателем в университете Бишкека, живет в той же квартире, где выросла. На кухне до сих пор стоит тот самый стол, деревянный, потертый, с выщербленной столешницей. Мама спрашивала: «Ты ужинать будешь?» Он кивал, но не ел. Просто сидел, смотрел в окно. Иногда курил, он вообще не курил никогда, но в те последние месяцы начал. Выкуривал сигарету за сигаретой, не затягиваясь, просто держал в пальцах и смотрел, как дым поднимается к потолку. А потом вдруг говорил: «Айнура, помнишь, как мы ездили на Иссык-Куль, когда тебе было 7 лет? Ты тогда сказала, что хочешь быть врачом, лечить людей». Я удивлялась: «Папа, это было 20 лет назад, зачем ты об этом вспоминаешь?» Он не отвечал. Просто смотрел на меня так, будто видел не меня сейчас, а ту 7-летнюю девочку на берегу озера. Что происходило в голове человека, который понимал: его предали, его подставили, его жизнь разрушена, но он не может ничего изменить, потому что любая попытка защититься приведет к гибели тех, кого он защищает. Психологи называют это состояние парадоксом жертвы, когда человек осознает несправедливость, но принимает ее добровольно, потому что считает, так меньше пострадают другие. В обычных условиях такое состояние длится недолго, либо человек ломается и все-таки начинает бороться, либо впадает в депрессию и перестает функционировать. Но Касымов жил в этом состоянии годами. После отставки в 1985 до своей смерти в 1993 8 лет в режиме внутреннего раскола. Внешне — спокойный пенсионер. Внутри — человек, медленно сгорающий от невысказанной правды. Айнура вспоминает один эпизод, который произошел через год после отставки. Мы сидели за этим столом. Я готовилась к экзаменам, он читал газету. Вдруг он сказал: «Знаешь, в чем главная проблема честности?» Я подняла голову, удивилась, он редко говорил о философских вещах. Он продолжил: «Честность требует свидетелей. Если ты честен, но никто этого не видит, ты просто странный. Если ты честен, но все вокруг лгут, ты становишься опасным. А если ты честен, но система построена на лжи, ты превращаешься в преступника. Потому что система не может признать, что она лжива. Она может признать только то, что ты — исключение. Аномалия. И аномалии нужно уничтожать». Она замолчала. Потом добавила: «Я тогда не поняла, о чем он говорит. Думала, старик стареет, философствует. Только через много лет, когда прочитала рассекреченные документы, я поняла, он объяснял мне, почему не боролся. Потому что в системе, где все лгут, правда не побеждает. Она просто делает тебя изгоем». Но был один момент, когда Касымов чуть не сломался. Это произошло в 1987 году, когда в Москве началась полномасштабная антикоррупционная кампания.
ЦК КПСС издал постановление о необходимости пересмотра дел всех партийных работников, отправленных в отставку за последние 5 лет. Официально это называлось восстановлением справедливости. Горбачев хотел показать, что новая власть исправляет ошибки старой. Касымов получил письмо из Москвы. Ему предлагали подать прошение о пересмотре обстоятельств его отставки. Если следствие подтвердит его невиновность, его восстановят в партии, вернут звание, возможно, даже предложат должность в союзных структурах. Гульнара вспоминает, как он держал это письмо в руках 3 дня. Он не ел, не спал. Просто ходил по квартире и перечитывал это письмо снова и снова. Я умоляла его: напиши прошение, докажи, что ты не виноват, верни себе имя. Он молчал. На 3-й день он позвонил одному из своих бывших заместителей, Марату. Говорил тихо, я не расслышала разговор. Но когда положил трубку, лицо у него было как каменное. Вечером он сжег письмо из Москвы прямо на сковородке. Сказал только одно: если я подам прошение, следствие начнет проверять свидетелей. Они найдут тех людей, которых заставили лгать. И этих людей посадят за лжесвидетельство. Я не могу этого допустить. Гульнара плачет, рассказывая это. Вы понимаете. Ему предложили вернуть все: репутацию, должность, будущее. Но он отказался. Потому что цена этого возвращения была жизнями людей, которые не виноваты ни в чем, кроме того, что оказались в системе, где выживание требует лжи. Существует видеозапись, единственная сохранившаяся, где Касымов говорит о своей отставке. Это запись местного телевидения, сделанная в 1991 году, когда журналист попытался взять у него интервью для программы об истории независимого Кыргызстана. Касымов согласился, но с условием: никаких вопросов о коррупции. Журналист спросил только одно: почему вы ушли с поста первого секретаря? Что случилось? Касымов посмотрел в камеру. Долго молчал. Потом сказал: я сделал то, что должен был сделать. Остальное пусть разбирает история. И встал, и ушел. Съемка прервалась. Эта запись хранится в архиве телеканала. Длится она 27 секунд. Но если смотреть внимательно, в последние 5 секунд видно, как его руки дрожат. Не от старости, ему тогда было всего 64 года. От чего-то другого. От усилия, которое требовалось, чтобы не сказать правду. А что стало с тем, кто предал его? Жумакадыров после отставки Касымова получил пост в Госплане республики, но на этом его карьера остановилась. Москва начала менять кадры повсеместно, и люди его типа, теневые операторы, коррупционеры без публичного лица, оказались ненужными. В 1991-м, когда Киргизия объявила независимость, Жумакадыров был уволен новым руководством. Но богатство осталось. Счета в банках, недвижимость, связи. Он дожил до 2007 года, умер в собственном доме на берегу Исыкакуля, окруженный семьей, детьми, внуками. Никто никогда не предъявил ему обвинений. Никто никогда не спросил: а как ты заработал эти миллионы, когда твоя официальная зарплата была 300 рублей в месяц? Система защищает своих. Даже когда сама система рушится. Потому что те, кто знает правду, либо молчат, либо мертвы. Паранойя начинается не с галлюцинаций. Она начинается с правильных вопросов. Касымов начал задавать эти вопросы в 1992 году, за год до смерти. Первый вопрос пришел неожиданно. Дочь Айнура рассказывает: мы сидели дома вечером, смотрели новости по телевизору. Показывали сюжет о новом правительстве Кыргызстана, о реформах, о борьбе с коррупцией. И вдруг папа сказал: а ты не думала, почему о нас никто не вспоминает? Я не поняла. Он пояснил: прошло 7 лет с моей отставки. За это время сменилось 2 руководства республики. Открыты все архивы. Рассекречены документы КГБ. Почему никто не поднял мое дело? Почему никто не проверил те обвинения, из-за которых меня убрали?
Айнура пыталась успокоить отца, мол, просто забыли, новое время, другие приоритеты. Но Касымов покачал головой, не забыли. Не хотят помнить. Потому что если поднять мое дело, всплывет правда. А правда покажет, кто на самом деле ворует миллионы в республике. И эти люди до сих пор у власти. Просто теперь они называются не секретарями обкома, а министрами правительства. Фамилии те же. Схемы те же. Изменились только вывески. Второй вопрос возник через месяц. Касымов начал выходить из дома раз в неделю, гулять по вечернему Бишкеку, сидеть в скверах, наблюдать за людьми. Гульнара волновалась. «Зачем ты ходишь один, возьми меня с собой». Он отказывался. Говорил, «Мне нужно подумать». Вернувшись с одной из таких прогулок, он сказал, «За мной следят». Гульнара испугалась. «Кто следит, зачем, ты уверен?» Касымов сел за стол, налил себе чай. Один и тот же человек. Третий раз вижу за неделю. Разное место, то у дома, то в центре, то возле рынка. Но лицо одно и то же. Молодой парень. Куртка черная. Не пытается скрываться. Просто стоит в стороне и смотрит. Айнура не поверила. Думала, старый человек, нервы, постсоветская неразбериха вокруг, мало ли что может показаться. Но через неделю этого парня увидела сама. Стоял у подъезда, курил. Когда Айнура вышла с сумками, парень отвернулся. Она не стала подходить. Просто запомнила лицо. Вечером спросила отца, зачем за нами следят? Касымов ответил, проверяют. Кто-то хочет знать, молчу ли я до сих пор. Или начал говорить. Третий вопрос был самым страшным. Касымов попросил Айнуру достать из архива документы по своему делу, те самые протоколы допросов, платежные поручения, свидетельские показания. Официально архивы были открыты, любой мог запросить документы. Айнура подала заявку. Через месяц пришел ответ, дело утеряно при переезде архива из старого здания КГБ в новое здание Службы национальной безопасности. Касымов прочитал этот ответ. Усмехнулся горько, конечно, утеряно. Потому что в этом деле была правда. А правду нельзя показывать. Но самое странное началось в мае 1993-го. Касымову позвонил незнакомый человек. Представился журналистом из Москвы. Сказал, работаю над расследованием о коррупции в советских республиках в 80-е годы. Хочу поговорить с вами, записать интервью. Касымов согласился. Назначили встречу на следующий день в кафе в центре Бишкека. Касымов пришел вовремя. Журналист не пришел вообще. Касымов прождал час. Позвонил по номеру, с которого звонил журналист. Номер не отвечал. Вернулся домой, сказал Гульнаре, это была проверка. Кто-то хотел узнать, готов ли я говорить. Теперь они знают. Айнура до сих пор не понимает, кто они. Я спрашивал отца, кто за тобой следит, кому ты мешаешь, ты же на пенсии, никакой власти у тебя нет. Он ответил, власти нет. Но знания есть. Я знаю имена. Я знаю схемы. Я знаю, кто стоял за моей отставкой. Пока я молчу, я безопасен. Но если я начну говорить, они потеряют все. Потому что за эти годы эти люди поднялись еще выше. Теперь они управляют не республикой, а страной. И у них есть что терять. Существовал ли реальный заговор против Касымова? Или это была паранойя старого, уставшего, сломленного человека? Чтобы ответить на этот вопрос, мы подняли архивы Службы национальной безопасности Кыргызстана. В рассекреченных документах за 1992 год есть одна запись. Приказ о проведении профилактической беседы с бывшим партийным работником Касымовым АК. Основание. Поступила информация о намерении дать интервью зарубежным журналистам с клеветническими заявлениями о руководстве республики.
Дата приказа — 12 апреля 1992 года. Подпись — руководитель оперативного отдела. Беседа, согласно документу, состоялась 15 апреля. Содержание беседы закрыто. Но результат записан четко. Объект предупрежден о недопустимости публичных заявлений. Обязался воздерживаться от контактов с прессой. Касымов ничего не рассказал семье об этой беседе. Но после 15 апреля перестал выходить из дома. Перестал отвечать на телефонные звонки. Закрыл дверь на все замки. Айнура вспоминает, он сидел дома неделями. Если кто-то звонил в дверь, не открывал. Говорил, не жди никого. Если придут, не впускай. Я спрашивала, папа, что происходит? Он не отвечал. Просто сидел у окна и смотрел на улицу. Следил за каждым прохожим. Записывал что-то в блокнот. Номера машин. Описание людей. Время, когда они появлялись. Он вел наблюдение за теми, кто вел наблюдение за ним. Был ли Касымов прав? Действительно ли его жизни угрожала опасность? Или система довела его до состояния, когда он видел заговоры там, где их не было? Ответа нет. Но есть факт, через 3 месяца после той профилактической беседы Абсамат Касымов умер от инфаркта. Ему было 64 года. Врачи говорили, сердце не выдержало стресса. Семья не поверила. Но вскрытие показало именно инфаркт, обширный, мгновенный, без шансов на спасение. Документы есть. Заключение судмедэксперта подписано. Все чисто. И все же Гульнара, рассказывая об этом сейчас, тихо добавляет, он знал. За 2 дня до смерти он сказал мне, если со мной что-то случится, знай, это была не случайность. Я не поняла тогда. Решила, что он просто устал, что его доконала вся эта история с прошлым. Но теперь, спустя 30 лет, я думаю, а что, если он был прав? Существует медицинская карта, которую мало кто видел. Хранилась она в личном кабинете врача 4-й городской больницы Фрунзе, того самого врача, который наблюдал первого секретаря 23 года. Когда больницу расформировали в 2005-м, архив переехал в подвал нового здания. Карточка Касымова лежала там в коробке с пометкой «Особые пациенты». Мы получили доступ к этому документу через внучку того врача. Она работает в том же медицинском учреждении, согласилась показать записи при условии анонимности. Первая запись датирована 1963 годом. Касымову 34 года, он только занял пост 2-го секретаря. Диагноз – практически здоров, небольшая гипертония, рекомендован контроль давления. Последняя запись – 1984 год, за год до отставки. Диагноз занимает полстраницы мелким врачебным почерком: хроническая гипертония 3-й степени, ишемическая болезнь сердца, язва желудка, бессонница, нервное истощение. Врач написал в конце: рекомендовано немедленное освобождение от должности, длительное лечение в санатории, полный покой. Пациент отказался от больничного. Настаивал на продолжении работы. Предупредил о высоком риске инфаркта. Пациент ответил: еще год, потом отдохну. Этот год стал последним. Что происходит с человеком, который 24 года живет в режиме постоянного контроля, постоянного напряжения, постоянной борьбы с системой, где все правила написаны против него? Организм начинает разрушаться изнутри. Медленно. Незаметно для окружающих. Но необратимо. Касымов в 1960 году весил 82 килограмма при росте 178 сантиметров, нормальное телосложение для мужчины его возраста. К 1985-му его вес упал до 63 килограммов. 20 килограммов за 25 лет. Фотографии показывают этот распад лучше любых слов. Молодой крепкий мужчина с уверенным взглядом превращается в сухого, изможденного старика с запавшими глазами и дрожащими руками. Гульнара вспоминает детали, которые замечала только она. Как он перестал спать нормально,
Ложился в 1 ночи, вставал в 4 утра, бродил по квартире. Как начал забывать элементарные вещи, куда положил ключи, какой сегодня день недели, поел ли он вообще сегодня. Как стал вздрагивать от резких звуков, телефонный звонок, хлопнувшая дверь, сигнал машины под окном. Как перестал смеяться полностью, даже на семейных праздниках, даже когда внуки приезжали. Просто сидел, смотрел отстраненно, будто находился не здесь, а в каком-то своем внутреннем аду, откуда не было выхода. Он сгорал, говорит Гульнара. Не от болезни. От знания. От понимания, что правда существует, но ее никто не хочет слышать. Это хуже любого рака. Рак убивает тело. А несказанная правда убивает душу. Но хуже всего было другое. Касымов начал терять память. Не полностью, выборочно. Он помнил каждую цифру из бюджета 70-х годов, каждое совещание, каждый проект. Но переставал узнавать лица. Дочь Айнура рассказывает эпизод, который случился за полгода до смерти. Я пришла к родителям на ужин. Открыла дверь своим ключом, как всегда. Вошла на кухню. Папа сидел за столом. Посмотрел на меня и спросил: «Простите, а вы кто?» Я замерла. Думала, он шутит. Но лицо было серьезным. Мама быстро сказала: «Это Айнура, наша дочь, ты что, забыл?» Он помолчал. Потом кивнул: «Ах да, Айнура. Конечно. Извини, я задумался». Но я видела его глаза. Он действительно не узнал меня. Хотя бы на несколько секунд. Он потерял собственную дочь в этом хаосе, который творился у него в голове. Врачи называют это стрессовой деменцией, состояние, когда мозг отключает те участки памяти, которые связаны с сильными эмоциональными переживаниями, чтобы защитить психику от окончательного разрушения. Касымов прожил в режиме хронического стресса четверть века. Его мозг пытался выжить единственным доступным способом, стирая воспоминания. Сначала лица. Потом события. Потом целые годы. К концу жизни он помнил свое детство в Бостере лучше, чем последние 10 лет в должности первого секретаря. Будто организм сам решал, эти годы слишком болезненны, чтобы их хранить. Лучше забыть. Лучше вычеркнуть. Лучше сделать вид, что их не было. А теперь главный вопрос. Знали ли те, кто подставлял Касымова, о состоянии его здоровья? Знали ли они, что давление на него — это не просто политическая игра, а фактически медленное убийство человека, чей организм уже на пределе? В архиве Службы национальной безопасности есть документ, датированный февралем 1985 года, за месяц до отставки Касымова. Это справка о состоянии здоровья руководящих работников республики, подготовленная для ЦК КПСС. В разделе о Касымове написано четко: критическое состояние, высокий риск сердечного приступа, рекомендовано освобождение от должности по медицинским показаниям. Эту справку видели в Москве. Эту справку видел Жума Кадыров, его подпись стоит на сопроводительном письме как заместителя, курирующего кадровые вопросы. Они знали. И они использовали это знание. 23 августа 1991 года в здание бывшего КГБ Киргизской ССР вошла группа людей в штатском. Официально они представились сотрудниками новой службы национальной безопасности независимого Кыргызстана. Неофициально это были люди, которым поручили зачистить архивы от компромата на новое руководство страны. Существует акт инвентаризации, подписанный начальником архива. В нем перечислены дела, изъятые в тот день. Номер 123, косая черта, 85, дело о злоупотреблениях в Киргизской ССР, фигурант Касымов АК. Номер 207, косая черта, 82, материалы оперативной разработки, хозяин, объект наблюдения Касымов АК. Номер 341, косая черта, 79, досье на руководящих работников республики с грифом «Совершенно секретно». Все 3 дела изъяты. Причина — передача в Центральный архив для рассекречивания.
Но в Центральный архив они не попали. Потому что Центрального архива рассекреченных дел КГБ в Кыргызстане не существовало до 2005 года. Куда делись эти документы? Начальник архива, подписавший акт, умер в 2002 году. Но его заместитель жива, пожилая женщина, попросившая не называть ее имени. Она рассказала: «Нам сказали, это приказ сверху, не задавайте вопросов». Люди пришли с официальным предписанием, с печатями. Мы отдали дела. Через неделю я спросила начальника, а когда дела вернут обратно? Он посмотрел на меня так, будто я спросила что-то запретное. Сказал тихо: эти дела не вернутся. Забудь, что они существовали. Она помолчала, потом добавила: знаете, что самое странное? В тот же день, когда забрали дела Касымова, изъяли еще 17 папок. Все на людей, работавших в 80-е годы. Все на тех, кто был близок к первому секретарю. Это была не инвентаризация. Это была зачистка. Но один документ сохранился. Случайно. Потому что лежал не в основном деле, а в личной папке следователя, который вел проверку Касымова в 85-м. Этот следователь ушел на пенсию в 87-м, забрал с собой часть бумаг, формально нарушение, но в советской системе такое случалось постоянно. Он умер в 2001-м. Его сын, разбирая архив отца, нашел папку с пометкой «Касымов. Черновики». Внутри — рукописные заметки следователя, схемы, список вопросов для допросов. И одна страница, которая объясняет все. Это запись разговора. Неофициальный протокол, просто пометки следователя после встречи с кем-то, чье имя он закодировал буквами ШТ. Дата — март 1985. Текст: ШТ предоставил список свидетелей, готовых дать показания против, уточнил: показания частично недостоверны, но доказать подлог будет невозможно. Подписи на документах: экспертиза покажет совпадение, но это фальсификация высокого уровня. ШТ настаивает: дело нужно закрыть быстро, без публичного суда. Цель — убрать к с должности, но не довести до тюрьмы. Объяснил причину: если попадет под суд, он начнет защищаться и раскроет схемы, которые работали параллельно. Это ударит по людям, которым Москва не хочет создавать проблемы. Под записью следователь добавил от руки: не понимаю, кого мы защищаем, или тех, кто его подставил. Мы показали эту запись эксперту-графологу. Он подтвердил: почерк принадлежит следователю, умершему в 2001-м. Мы показали эту запись бывшим сотрудникам КГБ Киргизской ССР. Они подтвердили: инициалы ШТ в те годы использовались в служебной переписке для обозначения одного человека, Тимира Жумакадырова. Мы попытались получить комментарий у семьи Жумакадырова. Отказались разговаривать. Адвокат семьи прислал письмо: любые публичные обвинения в адрес покойного будут оспорены в суде. Но вопрос остается открытым: если Жумакадыров был невиновен, почему он так боялся публичного суда над Касымовым? Что должно было всплыть на этом суде, чего он так опасался? Ответ находится в другом документе, финансовом отчете Госплана Киргизской ССР за 1983 год. Этот отчет рассекретили в 2007-м. В нем есть раздел «Нецелевое использование средств», обычная советская бюрократическая формулировка, означавшая, что деньги куда-то делись, но списать их официально нельзя. Сумма — 2 300 000 рублей. Для сравнения, средняя зарплата в республике тогда была 150 рублей. 2 миллиона — это годовой бюджет среднего города. В графе «Ответственный за расходование» стоит подпись Жумакадырова. В графе «Утвердил» должна быть подпись Касымова. Но ее нет. Вместо нее пометка «Согласовано устно». Эксперты говорят, такой формулировки в советском делопроизводстве не существовало. Бюджетные траты всегда требовали письменного утверждения. Согласовано устно — это способ провести деньги без следов. И если в 1985 году Касымова обвиняли в хищениях, то логичный вопрос: почему следствие не подняло этот отчет за 1983 год,
где подпись Жумакадырова есть, а подпись Касымова отсутствует. Потому что если бы этот отчет всплыл, стало бы ясно, человек, обвиняющий Касымова в коррупции, сам провел миллионы рублей без надлежащего оформления. И тогда возник бы естественный вопрос, а не пытается ли Жумакадыров свалить вину за собственные схемы на своего руководителя? Этот вопрос не должен был возникнуть. Поэтому отчет за 1983 год не вошел в материалы дела. Поэтому дело закрыли быстро и тихо. Поэтому Касымова просто убрали с должности, не доводя до суда. Потому что суд требовал бы полного расследования. А полное расследование раскрыло бы правду. И эта правда уничтожила бы не Касымова. Она уничтожила бы тех, кто его подставил. После распада Союза в Кыргызстане сменилось 6 правительств. Каждое обещало покончить с коррупцией, построить честное государство, наказать виновных. Но есть люди, которые остались у власти при всех режимах. Не на первых ролях, на вторых. Не министры, их заместители. Не президенты, их советники. Люди, которые знают, где лежат скелеты в шкафах предыдущих руководителей. Люди, которые умеют делать так, чтобы их никогда не трогали проверки и расследования. Люди, которые понимают простую истину: настоящая власть — это не должность, это информация. И эту информацию они хранили в тех самых папках, которые изъяли из архива КГБ 23 августа 1991 года. Мы подняли биографии 17 человек, чьи дела исчезли в тот день вместе с делом Касымова. Все 17 работали в 80-е годы на ключевых постах в республике. Все 17 были близки к Жумакадырову. И что удивительно, все 17 продолжили карьеру после распада СССР. Стали директорами крупнейших предприятий, главами банков, депутатами парламента. Некоторые — министрами. Один из них сейчас владеет половиной золотодобывающей отрасли страны. Другой контролирует импорт энергоресурсов. Третий управляет крупнейшим банком Центральной Азии. Все миллиардеры по нынешним меркам. Все начинали в тех самых структурах, где Жумакадыров выстраивал свои схемы. Совпадение. Или система, где люди, знающие правду друг о друге, создали круговую поруку, которая работает до сих пор. В 2012 году журналист бишкекской газеты попытался поднять эту тему. Написал расследование о связях между бывшими чиновниками 80-х и нынешними олигархами. Расследование вышло в 2 номерах. После 2-го номера журналиста вызвали в прокуратуру. Обвинили в клевете. Дело закрыли через месяц, но журналист уволился из газеты и больше никогда не писал на политические темы. Мы нашли его. Он согласился поговорить, но только без камер. Вот что он сказал: «Я наивно думал, что прошло 30 лет, все документы рассекречены, можно писать правду. Но когда меня вызвали в прокуратуру, следователь положил передо мной папку. Там были копии документов, которые должны были исчезнуть в 91-м. Финансовые отчеты. Списки. Схемы». Он сказал: «Смотри, мы знаем правду». Но эта правда не для публики. Потому что если эта правда выйдет наружу, рухнет все. Ни правительство. Ни один банк. Вся система. Потому что эта система построена людьми, чья карьера началась с того, что они делили деньги, украденные из советского бюджета. И если мы начнем копать, окажется, что половина элиты страны начинала именно так. Так кому было выгодно убрать Касымова в 85-м? Кто выиграл больше всех от его отставки? Ответ очевиден: те, кто воровал под его прикрытием. Пока Касымов был у власти, его репутация честного чиновника создавала видимость, что в республике все чисто. Жумакадыров и его сеть могли спокойно работать в тени этой репутации. Но когда в Москве начали проверять республики на коррупцию, ситуация изменилась. Касымов стал опасен. Потому что если бы следствие нашло настоящие схемы, оно бы вышло на людей, которых защищали в самой Москве. Нужен был громоотвод. Человек, на которого можно свалить все.
И этим человеком стал Касымов. Потому что он был идеальной жертвой, честный, негибкий, неспособный на сделки. Человек, который не защищался, потому что защита требовала бы жертв среди невинных людей. И система это использовала. А теперь финальный вопрос. Жумакадыров умер в 2007-м. Похоронен в семейном склепе на берегу Исыкакуля, мраморный памятник, золотые буквы, цитаты о служении народу. Касымов умер в 93-м. Похоронен на обычном кладбище в Бишкеке, простая плита, имя, дата рождения и смерти. Никаких почестей. Никаких наград. Через 20 лет после смерти его имя знают только историки и те, кто помнит советское время. Жумакадырова помнят как успешного чиновника, поднявшегося по карьерной лестнице благодаря таланту и трудолюбию. Касымова — как первого секретаря, ушедшего в отставку при неясных обстоятельствах. История пишется победителями. Но рано или поздно правда выходит наружу. Рано или поздно кто-то открывает те архивы, которые считались уничтоженными. Кто-то находит свидетелей, которые молчали 40 лет. Кто-то задает простой вопрос, а кому, собственно, было выгодно? И тогда вся конструкция лжи начинает трещать. Потому что ложь держится на молчании. А молчание не вечно. Рано или поздно те, кто знает правду, начинают говорить. Потому что понимают, если они не расскажут сейчас, правда умрет вместе с ними. И тогда победит несправедливость. Победит тот, у кого больше денег на мраморный памятник. Так кто же на самом деле разрушил жизнь Абсамата Касымова? Кто превратил честного чиновника в изгоя, а вора — в героя? И главное, ответит ли кто-нибудь когда-нибудь за это преступление? 18 июня 1993 года началось как обычное утро для 74-летнего пенсионера. Абсамат Касымов проснулся в 5 утра, привычка, оставшаяся с тех времен, когда день первого секретаря начинался до рассвета. Гульнара слышала, как он встал, прошел на кухню, включил чайник. Обычные звуки обычного утра. Она не знала, что через 17 часов его жизнь оборвется. Существует блокнот, который Касымов вел последние 3 месяца жизни. Не дневник, простые заметки, часто бессвязные, написанные наспех. Айнура нашла его под подушкой отца на следующий день после трагедии. На последней исписанной странице запись, датированная 17 июня, за день до смерти. Всего 4 строки. Звонил незнакомый номер. Трубку не брал. Перезвонили 3 раза. Потом прекратилось. Они проверяют, дома ли я. Под этими строками приписка другими чернилами, явно добавленная позже. Если что-то случится, это не случайность. Г. Прости. Я пытался защитить всех. Но, кажется, время вышло. Что он имел в виду? Гульнара до сих пор не может ответить на этот вопрос без слез. В то утро 18 июня она готовила завтрак, как всегда, овсянка, чай, хлеб с маслом. Касымов сидел у окна и смотрел на улицу, следил за редкими прохожими, записывал что-то в тот самый блокнот. Она спросила, что он пишет. Он ответил коротко: «Фиксирую». Черная машина под окном 3-й день. Номер стерт грязью. Но марка та же, «Волга», старая, 80-х годов. Такие только у служб остались. Она попыталась успокоить, может, просто соседская, случайно припарковалась. Он покачал головой, соседи на «Жигулях» ездят. А «Волги» у нас во дворе не было ни разу за 8 лет. До вчерашнего дня. Паранойя. Или обоснованный страх человека, который знал, как работает система слежки. Мы проверили. В архиве ГАИ Бишкека сохранились записи регистрации транспорта за 93-й год. Черных «Волк» с грязными номерами в базе нет, потому что машины с нечитаемыми номерами не регистрировались в системе. Они принадлежали службам, имевшим право на спецзнаки. Спецслужбы. Касымов не ошибался. За ним действительно наблюдали.
И он это знал. И он понимал, что если наблюдение возобновилось после 2 лет затишья, значит, что-то изменилось. Кто-то решил, что молчаливый пенсионер снова стал опасен. Но почему именно сейчас? Что случилось в июне 93-го, чего не было раньше? Ответ находится в другом документе, письме, которое Касымов получил за неделю до смерти. Отправитель — адвокатская контора в Москве. Текст формальный, сухой, юридический. Уважаемый Абсамат Касымович, наша контора представляет интересы группы бывших партийных работников Киргизской ССР, желающих обжаловать решение о снятии с должностей в период перестройки. Мы располагаем новыми документами, подтверждающими, что ряд дел был сфабрикован. Просим вас связаться с нами для консультации. Ваше свидетельство может стать ключевым для восстановления справедливости. Под текстом подпись, печать, телефон московской конторы. Все выглядело легально. Но Касымов не позвонил. Вместо этого он сжег письмо. Айнура видела, как он делает это на кухне над раковиной, методично поджигая край бумаги спичкой, наблюдая, как огонь съедает строчки. Я спросила: «Папа, может, это шанс доказать правду?» Он ответил: «Это провокация. Они хотят узнать, готов ли я говорить. И если я позвоню, значит готов. А тогда им придется заткнуть меня навсегда». Мы нашли эту адвокатскую контору. Официально она существовала с 91 по 97 год. Занималась реабилитацией репрессированных, обжалованием политических дел, защитой прав бывших советских чиновников. Юридически, чистая контора с хорошей репутацией. Но есть одна деталь. Учредитель конторы — бывший сотрудник юридического отдела КГБ СССР. После распада Союза многие гашники ушли в частный бизнес, это нормально. Но этот конкретный человек специализировался на делах, связанных с Центральной Азией. И среди его клиентов в 93 году был один знакомый нам персонаж — Тимир Жумакадыров. Совпадение? Или способ проверить, не стал ли Касымов слишком разговорчивым перед лицом возможной реабилитации? В тот же день, 18 июня, Касымов сделал нечто странное. Около полудня он попросил Гульнару выйти на рынок, купить продукты на неделю вперед. Она удивилась, обычно ходили вместе, он не любил оставаться один надолго. Но он настоял: «Иди, я посижу дома, почитаю». Гульнара ушла. А Касымов достал из шкафа старую коробку из-под обуви. В ней хранились документы, не все, только самые важные. Копии приказов о назначении. Благодарности от СКА. Фотографии с партийных съездов. И еще один конверт, тот самый, с пометкой «Вскрыть после моей смерти». Он держал этот конверт в руках долго. Потом открыл, прочитал содержимое. И сжег. Прямо там, в комнате, в металлической миске, которую принес с кухни. Что было в том конверте? Гульнара не знает, она вернулась с рынка, когда пепел уже остыл. Но Айнура помнит, как отец показывал ей этот конверт год назад. Он сказал: «Здесь имена. Имена тех, кто стоял за моей отставкой. Имена тех, кто фабриковал дело. Имена тех, кто получил деньги после того, как меня убрали». Я записал все, что знал. Все связи. Все схемы. Все, что я видел за 24 года. Если со мной что-то случится, эти имена должны стать достоянием истории. Она спросила: «Почему не отдаешь сейчас журналистам, не публикуешь?» Он ответил: «Потому что тогда пострадают невиновные. Эти люди использовали других людей как инструменты. Простых работяг, которых заставили лгать под угрозой. Если я опубликую имена главных виновных, следствие начнет искать свидетелей. И найдет тех самых работяг. И посадит их за лжесвидетельство. Я не могу этого допустить. Пусть лучше правда уйдет вместе со мной». Но почему он сжег конверт именно в тот день? Что заставило его уничтожить единственное доказательство,
которые он собирал годами? Ответ, возможно, лежит в последнем телефонном звонке, который Касымов получил в тот день. Около 3 часов дня раздался звонок. Касымов снял трубку. Голос на другом конце был незнакомый, мужской, говорил по-русски с легким акцентом. «Абсамат Касымович, мы знаем, что вы хранили документы. Мы знаем, что вы собирались передать их адвокатам. Не делайте этого. Это ваше последнее предупреждение». Касымов положил трубку, не ответив ни слова. Потом достал конверт и сжег его. Потому что понял, если они знают о конверте, значит, кто-то из близких говорил. Не специально, возможно, под давлением, возможно, случайно обронил фразу не тому человеку. Но утечка была. И это означало, документы больше не защита, а мишень. Пока они существуют, он в опасности. Если он их уничтожит, угроза исчезнет. Так он думал. Но он ошибался. Существовала группа людей, которые знали о Касымове все. Неофициально, неформально. Это были те, кто работал рядом с ним 24 года. И его заместители. И его водители. И его секретари. И его врачи. Они видели документы, которые не попадали в архивы. Они слышали разговоры, которые не записывались на пленку. Они знали схемы, которые работали в республике. И после отставки Касымова эти люди разделились на 2 группы. Первая — те, кто ушел вместе с ним. Уволились. Уехали. Замолчали. Вторая — те, кто остался. Продолжил работать. Продолжил делать карьеру. И вот эти, оставшиеся, стали проблемой. Потому что они знали правду. Но служили тем, кто эту правду скрывал. Они были живыми свидетелями преступления. И пока Касымов молчал, они были в безопасности. Но если бы он заговорил, их бы вызвали на допросы. Их бы заставили выбирать между правдой и собственной безопасностью. И некоторые из них это понимали. И некоторые из них очень не хотели, чтобы Касымов начал говорить. Мы нашли одного из таких людей. Бывший водитель Касымова, работавший с ним с 70 по 83 год. Сейчас ему 81 год, живет в пригороде Бишкека, соглашается говорить только без камеры и без имени. Вот его история. Я возил Абсамата Касымовича 13 лет. Видел все. Знал все. Куда он ездил? С кем встречался? Какие документы перевозил? После его отставки меня вызвали. Не следователи, другие люди. Из тех структур, которые не афишируют себя. Сказали просто: ты продолжишь работать водителем. Но теперь будешь возить другого человека. И если кто-то спросит тебя о Касымове, ты ничего не знаешь, ничего не видел, ничего не слышал. Понял. Я кивнул. Мне дали новую должность. Хорошую зарплату. Квартиру выделили через 2 года. Я молчал. Молчу до сих пор. Но знаете, что самое страшное? В 93-м, за месяц до смерти Касымова, меня снова вызвали. Те же люди. Спросили: ты уверен, что Касымов молчит? Я ответил: я с ним не общаюсь 8 лет, откуда мне знать? Они сказали: но ты же можешь узнать. Съезди к нему. Поговори. Как старый знакомый. Выясни, не собирается ли он кому-то рассказать то, что знает. Я отказался. Сказал: я водитель, а не шпион. Они не настаивали. Но через неделю я узнал, к Касымову приехал другой человек. Тоже бывший водитель, только помоложе. Проработал у Касымова всего год. Приехал, поговорили, выпили чаю. Касымов, наверное, обрадовался, старый знакомый, вспомнили прошлое. А тот человек потом отчитался кому надо,
Касымов молчит, но нервничает, документы какие-то прячет, говорит про угрозы. И вот тогда, я думаю, они решили. Вечер 18 июня прошел тихо. Гульнара приготовила ужин, плов, любимое блюдо Касымова. Он почти не ел, сидел молча, смотрел в окно. Она спросила: «Ты себя плохо чувствуешь?» Он покачал головой. Сказал только: «Устал. Очень устал». Она решила, что он говорит о возрасте, о здоровье. Но он говорил о другом. О той усталости, которая накапливается не в теле, а в душе. Когда ты 8 лет несешь в себе правду, которую не можешь высказать. Когда ты каждый день просыпаешься с мыслью: «Сегодня они придут». Когда ты каждый вечер ложишься спать с вопросом: «Проснусь ли завтра?». Около 9 вечера Касымов встал из-за стола. Прошел в спальню. Лег на кровать, не раздеваясь. Гульнара забеспокоилась, он никогда так не делал. Подошла, спросила: «Может, врача вызвать?» Он открыл глаза, посмотрел на нее долго, очень долго, будто запоминал черты лица. Потом сказал тихо: «Не надо врача. Просто посиди рядом. Поговори со мной». Она села рядом на край кровати. Спросила: «О чем поговорить?» Он улыбнулся слабо: «О чем угодно. О Босторе, где я родился. О том, как мы познакомились. О детях. О внуках. Обо всем, кроме работы. Я устал от работы. Даже от воспоминаний о ней». Они проговорили час. Касымов вспоминал детство в кишлаке, отца Чабана, мать, пекущую лепешки в тандыре, первую поездку в Фрунзе, первое партийное собрание. Говорил медленно, с паузами, будто каждое слово давалось с трудом. Гульнара держала его руку. Она чувствовала, что-то не так. Не болезнь. Что-то другое. Будто он прощается. Будто знает, что это последний разговор. Но она гнала эти мысли. Думала: просто старость, просто депрессия, просто накопленная усталость. А он знал. Он точно знал. Около половины 11 Касымов замолчал посреди фразы. Гульнара подняла голову, он смотрел в потолок неподвижно. Она позвала: «Абсамат?» Он не ответил. Она потрясла его за плечо, он не отреагировал. Она закричала. Прибежала Айнура из соседней комнаты. Они вызвали скорую. Врачи приехали через 15 минут. Пытались реанимировать 20 минут. Бесполезно. Констатировали смерть в 23 часа 48 минут. Причина — острый инфаркт миокарда. Обширный. Мгновенный. Без шансов на спасение. Все чисто. Все официально. Все задокументировано. Но есть один странный факт. Когда Айнура убирала вещи отца на следующий день, она нашла под подушкой, кроме блокнота, еще один предмет. Маленькую бумажку, вырванную из того же блокнота. На ней одна строчка, написанная дрожащим почерком, явно в последние минуты: «Простите. Я сделал все, что мог. Но они сильнее». Под строчкой подпись неровная, размазанная, будто рука не слушалась. Это была его последняя запись. Гульнара, увидев эту бумажку, упала на колени и плакала так, что соседи услышали через 2 квартиры. Потому что поняла наконец, он знал. Он точно знал, что умрет этой ночью. И ничего не сделал, чтобы спастись. Потому что думал, если он умрет, угроза исчезнет. Документы сожжены. Свидетель мертв. Дело закрыто. Семья в безопасности. А если это был не инфаркт? Если существуют вещества, вызывающие сердечный приступ, не оставляющие следов в крови? Если есть люди, умеющие делать так, что убийство выглядит как естественная смерть? Мы задали эти вопросы бывшему сотруднику КГБ,
работавшему в 80-е в отделе спецопераций. Он согласился ответить анонимно. Такие вещества существовали. Существуют и сейчас. Калий хлорид в большой дозе вызывает остановку сердца, в крови не определяется, потому что калий там и так есть. Дигоксин в превышенной дозировке дает клинику инфаркта, следов не остается. Есть и другие. Применялись редко, только в исключительных случаях. Когда нужно было убрать человека тихо, без шума, без расследований. Касымова проверяли на эти вещества. Сомневаюсь. В 93-м такие анализы не делались автоматически. Только если есть подозрение на отравление. А кто заподозрит отравление у 74-летнего мужчины с больным сердцем, который умер от инфаркта? Похороны прошли тихо. Пришло человек 30, родственники, соседи, несколько бывших коллег. Никто из нынешнего руководства республики. Никаких венков от правительства. Никаких речей о заслугах перед страной. Просто похоронили пожилого человека, умершего от сердечного приступа. Обычная смерть обычного пенсионера. Но через 3 дня после похорон к Гульнаре пришли 2 мужчин. Представились сотрудниками службы национальной безопасности. Показали удостоверение. Сказали, нам нужно изъять личные вещи вашего мужа. Документы, блокноты, записи. Это процедура для всех бывших партийных работников, имевших доступ к секретной информации. Гульнара растерялась. Какая секретная информация? Он на пенсии 8 лет, все давно рассекречено. Они настаивали, просто формальность, мы должны проверить, не осталось ли чего. Она отдала коробку с документами, ту самую, из которой Касымов достал конверт перед смертью. Они забрали коробку и ушли. Больше никогда не вернули. На запросы Айнуры отвечали, документы проверены, ничего секретного не найдено, возврату не подлежат. Куда они делись? Что там было такого, что требовало изъятия через 3 дня после смерти человека? Айнура попыталась поднять этот вопрос в 2005-м, когда в Кыргызстане сменилась власть после революции. Написала заявление в прокуратуру: прошу проверить обстоятельства смерти моего отца. Есть основания полагать, что он умер не от естественных причин. Ответ пришел через месяц. Медицинское заключение подтверждает естественную смерть, оснований для проверки нет. Она написала в парламент. Ответ тот же. Она обратилась к журналистам. 2 издания согласились опубликовать материал. После публикации ей позвонили из службы национальной безопасности. Вежливо попросили прекратить распространять непроверенную информацию. Намекнули: у вас сын работает в министерстве, дочь учится в университете, не создавайте им проблем. Она поняла намек. Замолчала. А теперь представьте. Существовал человек, знавший имена тех, кто украл миллионы из бюджета республики. Знавший схемы, по которым эти деньги уходили. Знавший, кто из нынешних богачей начинал свою карьеру именно на этих схемах. Этот человек молчал 8 лет. Но вдруг появляется письмо от адвокатов, предлагающих реабилитацию. Появляются звонки. Появляются намеки: может, пора говорить? И вот тогда те, кому есть что терять, принимают решение. Убрать свидетеля. Навсегда. Тихо. Так, чтобы никто не заподозрил. Инфаркт — идеальное прикрытие. 74 года, больное сердце, стресс, возраст. Кто будет проверять? Кто заподозрит убийство? Мы не утверждаем, что Касымова убили. Мы просто задаем вопрос: а что, если? Что, если существуют люди, для которых его смерть была выгодна? Люди, которые получили свободу действий после того, как последний свидетель их преступлений ушел из жизни. Люди, которые до сих пор занимают высокие посты, владеют крупными компаниями, управляют финансовыми потоками страны. И что, если правда о Касымове так никогда и не выйдет наружу, потому что те, кто ее знает, либо мертвы, либо молчат из страха?
Гульнара Касымова умерла в 2019 году в возрасте 91 года. До последнего дня она хранила ту записку, которую муж оставил под подушкой: «Простите, я сделал все, что мог». Хранила в шкатулке вместе с его партийным билетом и фотографией их свадьбы. Перед смертью отдала шкатулку дочери со словами: «Когда придет время, покажи это людям. Может быть, тогда кто-то поверит». Айнура живет в Бишкеке, преподает историю в университете. Ее студенты иногда спрашивают: «А правда ли, что ваш отец был честным?» Она отвечает осторожно: история пишется победителями, но рано или поздно правда находит свой путь. У нее 2 дочери, внучки Касымова. Они носят его фамилию. Они знают о нем только то, что рассказывает мать: дедушка был хорошим человеком, который пытался делать правильные вещи в неправильное время. Что стало с теми, кто подставлял Касымова? Тимир Жумакадыров дожил до глубокой старости, окруженный семьей и богатством. Его похороны в 2007 году посетили 3 министра действующего правительства, 2 депутата парламента, десятки бизнесменов. Газеты писали: ушел из жизни выдающийся государственный деятель. Его именем названа улица в одном из районов Бишкека. Его портрет висит в Музее истории Кыргызстана с табличкой: внес значительный вклад в развитие экономики республики. Из 17 человек, чьи дела исчезли из архива вместе с делом Касымова, 3 стали министрами в разные годы, 5 основали крупные компании, контролирующие добычу золота и банковский сектор, 4 уехали за границу и управляют бизнесом из Москвы и Дубая, 1 стал советником президента. Их дети и внуки владеют крупнейшими активами страны. Никто из них никогда не был привлечен к ответственности. Когда журналисты пытались задать вопросы, получали стандартный ответ: это было давно, архивы утеряны, нет смысла ворошить прошлое. Что стало со страной? Кыргызстан пережил 2 революции, 4 смены власти, десятки коррупционных скандалов. Каждое новое правительство обещало покончить с наследием прошлого, построить честное государство, наказать виновных. Но люди, начинавшие свою карьеру в те самые 80-е, когда создавались схемы хищений под прикрытием честного первого секретаря, остались у власти. Изменились фамилии на вывесках министерств. Изменились названия партий. Но механизмы остались прежними. Деньги уходят по тем же схемам. Подставные фирмы работают по тем же принципам. А честных чиновников по-прежнему убирают, теперь не через фабрикацию дел, а через компромат в интернете, через давление на семьи, через угрозы близким. Система приспособилась к новому времени. Но суть не изменилась. Существует ли справедливость для таких людей, как Касымов? Людей, которые пытались остаться честными в системе, где честность была смертным приговором. Людей, которые выбирали молчание вместо борьбы, потому что борьба означала гибель невинных. Людей, которые унесли правду в могилу, потому что правда была опаснее лжи. Айнура дает своим студентам задание каждый год: изучите биографии руководителей Кыргызстана за последние 50 лет. Найдите, кто из них умер богатым, кто бедным. Кто оставил детям империи, кто оставил только имя. А потом задайте себе вопрос: кого из них история запомнит через 100 лет? Когда она рассказывает студентам историю своего отца, в аудитории наступает особая тишина. Напряженная. Будто каждый думает: а как бы я поступил на его месте? И в этой тишине рождается то, чего не могут убить ни фальсифицированные дела, ни сожженные архивы, ни исчезнувшие документы. Рождается вопрос: кто на самом деле управляет страной сегодня? Те, чьи имена на вывесках правительственных зданий? Или те, чьи имена исчезли из архивов 32 года назад, но чьи дети и внуки владеют половиной экономики? И главный вопрос: что было бы, если бы Касымов не промолчал? Если бы он заговорил в 85-м, несмотря на угрозы? Изменилась бы страна? Или просто его убрали бы раньше, а система нашла бы другого виновного? Правда о Касымове